Я рад, что вы пришли. Вчера тут все было полно, и было теплее, сегодня немножко холоднее. Un šodien nedaudz vēsāks, vakar bija pilns zāle. Нам нужно держаться вместе. Mums jāatrās kopā. Вчера вечером мы с вами говорили о пятигранном служении. Un vakar mēs runājām par piecšķautņainu kalpošanu. И то, что каждый из нас призван служить Богу. Un ka to, ka katrs no mums ir aicināts kalpot Dievam. Мы Его творение, созданы на дела добрые, Mēs esam viņa radījums, kas radīti priekš labiem darbiem, которые Он нам предназначил творить. kurus viņš ir mums noteicis darīt. Ефесянам 2:10. Efeziešiem 2:10. Мы на этой земле не случайные. Un mēs uz šīs zemes neesam gadījuma dēļ. Бог нас призвал. Dievs mūs ir aicinājis. Я знаю, что некоторые из вас, сидящие тут, Es zinu, ka daži no jums, kas šeit sēž, думают, что меня, что ли? domā, vai tiešām mani? Да у меня жизнь такая разбитая. Nu, man ir tāda sacista dzīve. Как это вдруг я? Kā tā pēkšņi es? Не я. Nē, es. Ты, понимаешь? Tu saproti? Ты. Мы Tu. призваны. Mēs esam aicināti. Апостол Павел пишет к братьям и сестрам в Греции, Apostols Pāvils raksta brāļiem māsām Grieķijā, где кругом были философы, известные люди. un kur apkārt bija filozofi un pazīstami cilvēki. Говорит, посмотрите на себя. Un viņš saka, pastieties uz sevīm. Где ваши умные? Kur jūsu gudrie? Где ваши самые образованные? Kur jūsu visizglītotākie? Наименьших избрал Господь, Un vismazākos ir izvēlējies kungs, чтобы показать свою силу в этом мире. lai parādītu savu spēku šajā pasaulē. Поэтому мы сегодня будем говорить о миссии Бога на земле. Un tādēļ mēs šodien runāsim par Dieva misiju uz zemi. Вы знаете, можно по-разному говорить о миссии. Un, ziniet, var dažādi runāt par misiju. Миссия – это то, что мы делаем. Un misija tas, ko mēs darām. Миссия – это то, во что верит церковь. Un misija ir tas, kam draudz tic. Миссия – это наша программа. Un misija tā ir mūsu programma. Миссия – это то, что нам пастор вдолбил. Un misija ir tas, ko mums mācītājs teica. Миссия, и вот мы можем продолжать так. Un misiju mēs varam turpināt tā tālāk. У нас на момент, а я по своему образованию миссиолог, Un es pēc savas izglītības esmu misiologs. я всю свою жизнь преподавал миссию. Un es visu savu dzīvi mācīju misiju. И вот на момент у нас в этом мире бытует, ну, как минимум 200 тысяч различных представлений о миссии. Un šobrīd uz zemes mums eksistē 200,000 priekšstati par misiju. Ты можешь с ума сойти, Tur var sajūt prātā. если начнешь все это исполнять. Ja tu visu to sāks izpildīt, Из Америки, gan no Amerikas, из Африки, un no Āfrikas, из Азии. un no Āzijas. Один кит умнее другого. Un viens valsts gudrāks par otru. А когда начинаешь задаваться вопросом, а вот как смотрит на миссию Библия, Un pēc tam tu uzdod jautājumu, bet kā uz to skatās Bībele? то все очень просто. Tad viss ir ļoti vienkārši. Иисус Христос нам сказал, Un Jēzus Kristus mums teica, как Отец послал меня, kā Tēvs ir sūtījis mani, так я посылаю вас. tā es sūtu jūs. Как Отец послал меня, Kā Tēvs ir sūtījis mani, так я посылаю вас. tā es sūtu jūs. И вот это «как послал» Un lūk, šis kā sūtījis описывает все об Иисусе. apraksta visu par Jēzu. А для чего послал? Un kādēļ viņš sūtīja? Описывает все, что Иисус в этом мире хотел и делает. Apraksta visu, ko Jēzus gribēja uz šīs zemes darīt. Причем без всяких исключений. Un bez jebkāda izņēmuma. Так вот, давайте посмотрим, как же Господь его послал. Un tādēļ pastīsimies, kā kungs viņu sūtīja. Ну, для того, чтобы понять силу его действий. Un lai mēs saprastu viņa spēka darbību, Разрешите мне на минутку, так сказать, обернуться и немножко по-человечески с вами поговорить. ļaujiet man nedaudz pagriezties un ar jums pa cilvēciskiem parunāt. Потому что христианская миссиология Jo kristiešu misoloģija без антропологии не бывает. bez antropoloģijas neeksistē. Для того, чтобы изменить культуру, в которой мы живем, надо понимать культуру. Un lai mēs izmainītu kultūru, kurā mēs dzīvojam, mums kultūra ir jāsaprot. И вот нам культура, современная культурология говорит, Un mūsdienu kultūra mums saka, мы с вами все, mēs visi с одной стороны, материальные существа. no vienas puses esam materiāls būtnes, Ваша материальная культура – это стул, на котором вы сидите. un jūsu materiālā kultūra ir krēsls, uz kur jūs sēžat. Это хламотья, которую вы одели Tas ir сегодня drēbes, утром. kurās jūs esat apģērbušies. Это вся наша техника тут. Un visa mūsu tehnika šeit. Это гитара. Ģitāra.
Наша материальная культура – это все видимое. Un mūsu materiālā kultūra ir viss, kas redzams. Это все то, что есть. Un tas ir viss tas, kas ir. Но человек не просто материальное существо. Bet cilvēks ir ne tikai materiāla būtne. Несмотря на то, что да, у него что-то есть. Neskatoties uz to, ka viņam kaut kas ir. Есть тело, Ir miesa, есть деньги, ir nauda, есть одежда, ir drēbes, есть книги ir grāmatas и так далее. un tā tālāk. Мы люди социальное существо. Un mēs cilvēki esam sociāls būtnes. Мы, например, не можем существовать без того, чтобы кто-то удовлетворил нашу потребность любить. Un mēs nevaram eksistēt bez tā, lai kāds apmierinātu mūsu vajadzību mīlēt. Мы социальное существо. Mēs esam sociāls būtnes. Забери у человека человека, Atņem cilvēkam cilvēku, и произойдет следующее. un notiks sekojoši. Бог посмотрел на весь мир его творения. Un Dievs pastījās uz visu pasauli un radījumiem. А вы себе представьте, это же миллионы различных креатур. Iedomājieties, tās bija miljoniem kreatūras dažādas. На все посмотрел. Uz visu pastījās. На собак посмотрел. Uz suņiem pastījās. На кошек Uz посмотрел. kaķiem paskatījās. На змей Uz посмотрел. čūskām На pastījās. пиявок посмотрел. Uz tur vielīdiem На pastījās. китов посмотрел. Uz vaļiem На все pastījās. посмотрел. Uz visu pastījās. И сказал, Un teica, неплохо сделал. ne viss Понравилось labi ему. izdarījis. Его творение ему понравилось. Un visi radījumi viņam patika. И потом написано во 2 главе книга Бытия. Un pirmajā mūzes rakstīts. Но не нашел он человеку среди всего этого творения Un visu šo radījumu vidū viņš neatrada cilvēkam партнера. partneri. И понял, что человек, Адам, это нехорошо. Un viņš saprata, ka cilvēks Ādams tas nav labi. Это единственное творение. Он про муху так не говорил. Un tas ir vienīgais radījums. Viņš pat par mušu tā neteica. Он про комаров так не говорил. Viņš par odiem tā neteica. Про змей так не говорил. Par čūskām viņš tā neteica. Только об Адаме так сказал. Viņš tā pateica tikai par Ādamu. Нехорошо быть человеку одному. Nav labi būt cilvēkam vienam. И тогда он создал женщину. Un tad viņš radīja sievieti. Да? Социальное существо. Sociāla būtne. Мы без общения, Un mēs bez sadraudzības, без людей bez cilvēkiem не люди. neesam cilvēki. Нам с вами надо это понимать. Mums tas ir jāsaprot. Мы живем в социальной культуре. Mēs dzīvojam sociālā kultūrā. А это культура наших отношений. Un tā ir mūsu attiecību kultūra. Это культура наших удовлетворений. Tā ir mūsu apmierinātības kultūra. Это культура всего того, что делает из нас людей. Un tā ir kultūra, kas no mums cilvēkiem taisa cilvēkus. Но и это не все. Un tas arī vēl nav viss. Наша культурная антропология нам говорит, что человек мыслящее существо. Un mūsu kultūrālā antropoloģija saka, ka cilvēks ir domājošs būtne. У нас у всех есть башка. Mums visiem ir galva. Башка – это турецкое слово. Galva, tas ir turku vārds. И в переводе на русский язык башка означает президент. Un no baškārī no turku valodas nozīmē prezidents. Турецкий президент – это башка Турции. Un Turcijas prezidents tas ir baškā Turcija. Вот. У нас с вами есть башка. Un mums ar jums ir galva. Значит, есть командный какой-то центр. Un šeit ir kaut kāds komandas И centrs. если бы мы с вами не мыслили, Ja mēs ar jums nedomātu, если бы мы думать не могли, ja mēs nevarētu domāt, если бы у нас не было мышления, ja mums nebūtu domāšanas, то у нас бы nичего в жизни не получилось. tad mums dzīvē nekas neizdotos. Потому что наши мысли, они обустраивают жизнь вокруг нас. Jo mūsu domas iekārto dzīvi mums apkārt. На современном языке такое называется идеологией. Un mūsdienu valodā tas nozīmē ideoloģiju. Это образ мышления. Tas ir domāšanas veids. Но и это еще не все. Bet arī tas vēl nav viss. Современная антропология, я не говорю Библия, я говорю современная антропология. Es saku mūsdienu antropoloģiju, nevis Bībele. Она нас учит, Tā mūs māca, что человек в принципе религиозное существо. ka cilvēks būtībā ir reliģiozs būtne. Человек без веры жить не может. Ka cilvēks bez ticības nevar dzīvot. Даже если он верит в то, что он не верит. Pat ja viņš tic tam, ka viņš netic. Вот мы жили тут в Советском Союзе в системе такого научного материализма. Un mēs šeit dzīvojam Padomju Savienībā tādā zinātniskā materiālismā. И верили в то, что нет Бога. Un ticējām tam, ka nav Dieva. Но ведь верили, Bet mēs taču ticējām.
Доказать никто не доказал. un neviens to nevarēja pierādīt. Для меня это было как палкой по голове, когда я в первый раз понял, Un priekš manīm tas bija kā ar nūju pa galvu, kad es pirmo reizi to что sapratu. я атеист Атеистович, такой же верующий, как и все баптисты. Kā attīsti tieši tādi paši kā ticīgie baptisti. Потому что доказательства никаких. Jo pierādījumu nekādu. Эволюционная теория. Я произошел от обезьяны. Un evolucionāra teorija, ka es esmu radies no mērkaķa. А кто эту чушь когда-нибудь доказал? Un kurš šīs muļķības kādreiz ir pierādījis. Не удивляет, что в Советском Союзе всех тянуло в джунгли. Un tāpēc nepārsteidz, ka padomu laikā viss vilku uz džungļiem. Ну, раз объявили, что самый близкий родственник – это обезьяне. Jo pasludināja taču, ka vistuvākais radnieks ir Ну и mērkaķis. туда и поперли. Un mēs turien gājām. Мы, люди, без веры жить не можем. Un mēs cilvēki bez ticības dzīvot nevaram. Мы абсолютно религиозное существо. Mēs esam pilnīgi reliģiozs būtnes. И вот нам антропология говорит, что наша вера, Un lūk, mums antropoloģija saka, ka mūsu наша ticība, религия mūsu reliģija информирует нашу мысль. informē mūsu domu. И наша мысль Un mūsu doma информирует наши отношения. informē mūsu attiecības. А наши отношения, как мы живем, Un mūsu attieksme pret to, kā mēs dzīvojam, в конечном счете результирует в нашем благосостоянии. beigā rezultējas uz mūsu labklājību. Другими словами, мы имеем, Un citiem vārdiem sakot, mums ir tas, потому что мы общаемся. jo mums ir И sadraudzība. мы общаемся, Un mēs esam sadraudzībā, потому что мы мыслим. jo mēs domājam. А мы мыслим, Un mēs domājam, потому что мы верим. jo mēs ticam. И вот культурная антропология учит нас, что сила влияния исходит от веры, Un kultūrāla antropoloģija mūs māca, ka spēka ietekme rodas no в ticības, мышление, pāriet uz domāšanu, из мышления в социальные отношения, un no domāšanas uz sociālām attiecībām, из социальных отношений в нашу материальную жизнь. un no sociālām attiecībām uz mūsu materiālo dzīvi pāriet. Мы хотим все жить очень благосостоятельно. Mēs gribam visi dzīvot ļoti labā labklājībā. Мы хотим жить в мире друг с другом. Mēs gribam dzīvot mierā viens ar otru. Мы хотим правильно мыслить. Mēs gribam pareizi domāt, Но для этого надо правильно верить. bet tāpēc arī vajag pareizi ticēt. И вот поэтому пришел Бог в этот мир. Un tādēļ atnācis Dievs šajā pasaulē. Он пришел, чтобы целостно обустроить нашу жизнь. Viņš atnāca, lai pilnībā iekārtot mūsu dzīvi, Сделать нас счастливыми. lai padarītu mūs laimīgus, Сделать нас людьми, которые будут жить, ну, как у Бога за пазухой. lai padarītu mūs par cilvēkiem, kur dzīvos pie Dieva labās rokas. Он пришел для того, чтобы Диeva проповедовать нам Царство Божие. Viņš atnāca, lai sludinātu mums Dieva Там valstību. как в небе с Ним. Tur ir kā debesīs ar pie viņa. Так вот, как действовал Христос? Un tā, kā darbojās Kristus. Первое, что Он делает, Pirmais, ko viņš dara, Он же Бог, Он Сын Бога. viņš taču ir Dieva dēls. Первое, что Сын Бога делает, Pirmais, ko dara Dieva dēls, Он становится человеком. viņš kļūst par cilvēku. Он становится материальным существом. Viņš kļūst par materiālu būtni. Он не сверху вниз, Viņš nav nevis no augšas uz не leju, с неба на землю, nevis no debesīm uz zemi, а становится земным. bet viņš kļūst par zemes. Вначале было Слово, Sākumā bija vārds, и Слово было у un Бога, vārds bija pie Dieva, и Слово было Бог. un vārds bija Dievs, И Слово стало плотью, un vārds kļuva par miesu, жило среди нас. un viņš dzīvoja mūsu vidū. И тогда мы увидели Его славу. Un tad mēs redzējām viņa godību. Вы понимаете, первый шаг в миссии Un ziniet, ka pirmais solis misijā, – это не красивые слова, tas nav skaisti vārdi, это не какие-то религиозные акции. tas nav kaut kādas reliģiozas akcijas. Первый акт в миссии христианской, если по Христу, Pirmais akts kristiešu misijā, ja pēc Kristus skatāmies, это стать человеком для человеков. tas ir kļūt par cilvēku priekš cilvēkiem. Слишком мало у нас христиан человеческого для того, чтобы стать миссионерами. Mūsu kristiešos ir pārāk maz cilvēciskā, lai mēs kļūtu par misionāriem. Люди в нас не видят людей. Cilvēki mūsos neredz cilvēkus. Они видят каких-то святош. Viņi redz tur kaut kādus svētuļus. Они видят каких-то религиозников. Viņi redz kaut kādus reliģiozus. Они видят каких-то потусторонних.
Viņi tur redz kaut kādus ārpus pasaules. Tur, būtnes. Все, что мы зачастую делаем, ну не похоже на то, что они делают. Un viss, ko mēs citreiz darām, tas nav līdzīgi tam, ko viņi dara. Вы мне объясните, почему надо среди русских людей петь по-американски? Un jūs man paskaidrojat, kādēļ krievu cilvēku vidū jādzied amerikāns. Вот американские песни перевели, и теперь мы самые современные. Dziesmas pārtulkojam, tad mēs esam tur vismūsdienīgākie. Мы всегда ведем себя противокультурно, Un mēs parasti uzvedamies pret kultūru. а потом удивляемся, что люди нас не понимают. Un pēc tam brīnamies, ka cilvēki mūs nesaprot. Удивляемся этому. Esam pārsteigti. Нет, среди казахов казах, Jābūt priekš kazahiem kazaham. среди евреев еврей, Ebreju vidū ebrejs. среди греков грек. Grieķu vidū grieķis. Апостол Павел так сказал. Un tā teica apostols Первое Pāvils. послание Коринфянам, 9 глава. Pirmā vēstule korintiešiem, 1. nodaļa. Он для всех стал всем. Viņš priekš visiem kļuva par visu. Для чего? Kādēļ? Для того, чтобы спасти хотя бы некоторых. Lai izglābtu vismaz dažus. Наш первый шаг в акции миссионерской – Un это mūsu pirmais solis вопрос akcijā, материального обеспечения. misionāra akcijā, tas ir materiālais. Одна из Materiālais причин, jāizņem. почему я сюда приехал, Kādēļ šeit atbraucu? потому что Андрей мне сказал, Jo Andrejs man мы pateica, там построили церковь, mēs tam tur uzcēlām draudzi, и рядом с церковью там такой бордельник. un līdzās draudzē tur tāds bordels. И вот этот бордельник мы хотим перестроить, и там будем кормить людей. Un mēs tur tanī priekštelpā tur barosim cilvēkus. Мы хотим, чтобы не было больше бомжей в Mēs нашем городе, gribam, lai vairs nebūtu bomžu mūsu pilsētā, которые не получили бы что-нибудь поесть. kuri nesaņemtu kaut ko paēst. Первый акт миссии, он Pirmais akts материальное служение. Ir materiāla kalpošana. Это пойти к людям Tas ir aiziet pie cilvēkiem и дать им поесть там, где у них нет что поесть. un iedot viņam paēst tur, kur viņiem nav ko ēst. Попить, где нет у них что попить. Iedot viņiem padzert tur, kur nav ko padzert. На великом суде однажды Бог скажет: Un vēl lielajā tiesā vienreiz Dievs pateiks, я был голодный, es biju izsalcis, а вы мне поесть не un дали. jūs man nedavāt paēst. Я был нагий, вы меня не Es одели. biju kails, un jūs man neapģērbāt. Я жаждал, вы мне не дали попить. Es biju izslāpis, un jūs man nedavāt dzert. Пошли вон отсюда, я вас никогда не Ejiet знал. projām, es nekad jūs neesmu zinājis. Они говорят: а когда ты был голодным, когда ты Viņi saka, был kad tu biji жаждущим, izsalcis, kad tu когда biji ты был izslāpis, нагий? kad tu biji kails. Он говорит: что вы сделали одному из самых низших, Viņš saka, to, ko jūs izdarījāt kādam vismazākajam, вы сделали мне. jūs to izdarījāt priekš manīm. Второй акт миссии Otrs misijas akts, – это общение. tā ir sadraudzība. Причем социальное общение. Starp citu, sociālā sadraudzība. Поверьте мне, вот тут собравшиеся и те, кто сейчас смотрит в прямом эфире, Un ticiet man, tie, kas šeit sapulcējušies, tie, kas skatās tiešajā ēterā, люди нуждаются в людях. cilvēkiem ir vajadzīgs cilvēks. Вот что толку быть миссионером, Kāda jēga būt misionāram? миссионером среди, скажем, пакистанцев, Ja tu būsi misionārs pakistāniešu vidū и разговаривать с ним по-русски. un runās ar viņiem krievu valodā, Но не поймут они меня. nu viņi taču nesapratīs mani. Значит, надо язык выучить. Tev jāiemācās valoda. Надо выучить, какая у них традиция. Tev ir jāiemācās, kādas ir viņu tradīcijas. Надо с культурой познакомиться. Tev ir jāiepazīstas ar viņu kultūru. Я когда первый раз арабскую музыку услышал, Es pirmo reizi, kad izdzirdēju arābu mūziku, я говорю: что это за музыка такая? es domāju, kas tāda par mūziku tāda. Это как будто кошки какие-то собрались. Tur sapulcējušies kaut kāda Что за пение такое? Kas tā par dziedāšanu tādu? А потом, когда начал понимать арабскую культуру и арабский мир, Bet pēc tam, kad es sāku saprast arābu kultūru un arābu pasauli, вдруг я увидел невообразимую музыкальную культуру. un pēkšņi es ieraudzīju neaptveramu muzikālo Но kultūru, для этого надо войти, bet tādēļ ir jāieiet, познакомиться. jāiepazīst. Для этого надо обустроить доверие к людям, чтобы они нам объяснили, почему они так воют. Tādēļ mums ir jāsāk uzticēties cilvēkiem un jāzina, kāpēc viņi Почему они так поют? kādēļ viņi tādi dzied, Почему они так разговаривают? kādēļ viņi tā runā, Почему у них такой язык? kādēļ viņiem tāda valoda. Да? Для этого с ними надо обустроить культуру доверия. Tādēļ ar viņiem ir jāiepazīst un jākļūst А доверие uzticamiem. появляется, когда люди смотрят на нас, Un cilvēki uzticās, Kad kad мы viņi им skatās uz mums, когда мы им послужили,
kad mēs viņiem kalpojām, когда мы их накормили, kad mēs viņus pabrojām, когда мы помогли, kad mēs viņiem palīdzējām, они начнут нам доверять, viņi sāks mūs uzticēties, когда они нас увидели. kad viņi mūs ieraudzīja. Христа увидели люди. Kristu ieraudzīja cilvēki. Он сказал, я не пришел для того, чтобы мне послужили. Viņš teica, es neatnācu tādēļ, lai man kalpotu. Я пришел послужить Es atnācu kalpot, и найти и спасти погибшее. atrast un izglābt pazudušo. И тогда у нас появляется общение. Un tad mums parādās sadraudzība. И это сильно. Un tas ir spēcīgi. Это очень сильно. Tas ir ļoti spēcīgi. Потому что в общении люди начнут еще больше доверять нам. Jo sadraudzībā cilvēks sāks vēl vairāk mums uzticēties. Но не надо думать, что люди в этом мире нуждаются в каком-то кружке по разбору Библии. Un nevajag domāt, ka cilvēkiem šai pasaulē ir vajadzīgs kaut kāds pulciņš, kur mēs izpētām Bībeli. Общение может быть совсем другим. Sadraudzība var būt pavisam savādāka. Потому что общение это там, где они общаются, Jo sadraudzība ir tur, kur viņi На их kopā уровне pulcējas общаются. viņu līmenī. да? В церкви, которую мы строили с супругой. Draudzē, kuru mēs cēlām ar sievu. Мы всегда задавались вопросом, а где мы можем с ними общаться так, чтобы это общение было ими понято? Un mēs vienmēr uzdevām jautājumu, kur mēs varētu ar viņiem būt sadraudzībā, lai viņi to saprastu. В нашем городе, например, улицы были не убраны. Piemēram, mūsu pilsētā bija nesakoptas ielas. Мы устроили всеобщий субботник. Mēs tur uztaisījām sestdienas talku. Вначале никто не пришел, кроме нас. Un sākumā neviens neatnāca izņemot mūsu. Мы сказали, самому социальному жителю города мы будем выдавать каждый год премию. Un mēs teicām vissociālākajiem iedzīvotājiem tenī ciemā, ka mēs dosim katru gadu prēmijas. В 1111 евро. 1100 eiro. Весь поселок пришел. Atnāca viss ciemats. Мы вместе убрали улицы. Mēs kopā sakopām ielu. Мы вместе убрали парки. Mēs kopā sakopām parkus. Потом мы сидели, пили кофе. Pēc tam mēs sēdējām un dzērām И kafiju. каждый принес какой-то кейк, Katrs atnesa kaut kādu kūciņu, да, какой-то Наполеон. kādu Napoleonu. Мы столько Наполеона вместе съели. Mēs kopā tik daudz Napoleonu sapēdām. Мы общались. Mēs bijām sadraudzībā. Потом мы открыли музыкальную школу. Pēc tam mēs atvērām muzikālo skolu. Потом мы открыли школу балета для детей. Pēc tam mēs atvērām baletu skolu priekš bērniem. И так далее и тому подобное. Un tā tālāk un tā joprojām. Открыли художественную школу и пригласили детей и взрослых учиться рисовать. Atvērām mākslas skolu un uzaicinājām bērnus un pieaugšos mācīties un zīmēt. У нас в церкви не было ни балетмейстера, ни художника. Un mums nebija ne baletmeistara, ne Мы все mākslinieka. были очень простые люди. Mēs bijām visi ļoti vienkārši Да, cilvēki. такого баптистского уклада. Un mēs tāpēc bijām tādi baptisti. Я пошел по городу искать балетмейстеров, Es gāju pa pilsētu meklēt baletmeistaru, художников, māksliniekus, тех, которые могли бы нас научить. tos, kur varētu mūs iemācīt. В принципе, каждый этот специалист, он у нас в церкви держался атеистом полгода. Principā katrs no šiem speciālistiem mūsu draudzē turējās kā ateists pusgadu А apmēram. потом они, радуясь нашему общению, каялись, приходили к Un Иисусу. pēc tam viņi, būdami priecīgi par sadraudzību, viņi nožēloja grēkus un nāca pie Kristus. И у нас появился христианский балет Un mums parādījās kristiešu balets и христианская художественная un школа, kristiešu mākslas skola и христианская музыкальная un школа, kristiešu muzikālā и многое skola другое. un daudz kas cits. Почему? Kādēļ? А потому что мы с ними общались на Я- том уровне, на котором они общение понимают. Jo mēs ar viņiem bijām sadraudzībā tajā līmenī, kurā viņi mūs saprot. И в нас росло доверие. Un mēs sākām viens otram uzticēties. У нас, например, как тут, не было еще своей группы Un прославления. mums, pieņemsim, kā šeit nebija pat savas slavēšanas Ну, когда grupas. ты начинаешь, у тебя 5 человек, ты сразу все же не будет. Nu, un kad tu iesāc, ka tev ir 5 cilvēki, tev tas viss uzreiz nebūs. А здание было наподобие этого. Bet ēka bija līdzīga šai. Позвонила мне одна музыкальная команда. Un piezvanīja man viena muzikālā У komanda. нас нет места, где мы могли бы тренироваться. Viņi saka, mums nav viesta, Мы kur можем mēs у вас. varētu mēģināt, vai mēs varētu pie jums. Я говорю, а какие песни вы поете? Es viņiem saku, bet kādas dziesmas jūs Ну, dziediet? они мне дали свои записи. Viņi iedeva man savus ierakstus. Но самый страшный рок. Nu, visšausmīgākais roks. У них, например, была одна песня. Viņiem bija pieņems viena dziesma. В то время была канцлерша Меркель у нас в Германии. Tajā laikā bija kanclērs Merkele. И вот они поют. Un lūk, viņi dzied. Когда у Меркеля слова выглядывают из жопы, Kad Merkelei vārdi tur skatās no dibena, тогда у нас в Германии tad mums Vācijā начинаются суровые дожди. sākas lieli lieti.
И я послушал все это Un es to visu paklausījos. и говорю, можете прийти у нас тренироваться. Es saku, varētu atnākt pie Но mums это trenēties, церковь. mēģināt. Bet, Там šī ни ir у draudze. кого слова из жопы не выглядывают. Bet šai draudzē nevienam vārdi no И divainiem поэтому nenāk ārā. эти слова там не поются. Tādēļ tādi vārdi šeit netiek dziedāti. Пойте о любви, пойте о чем хотите, Dziediet par mīlestību, dziediet vienalga par ko. но не пойте такую чушь. Bet nedziediet tādas muļķības. Договорились? Sarunāts. Так если это все, конечно, договорились. Viņš saka, nu, ja tas ir viss, tad, protams, sarunāts. Пришли, Atnāca. потом один сказал, а можно мы как-нибудь у вас на собрании сыграем? Viens saka, nu, varbūt mēs varbūt kaut kā jums Я говорю, ну это же sapulcē христианское paspēlēsim. собрание. Es saku, tā taču ir kristiešu Там sapulce. слова другие. Tur ir citi vārdi. А какие надо петь? Un viņš prasa, kādi jādzied. Ну, я вас научу. Es viņam saku, nu, es jūs iemācīšu. Пришли, Atnāca. и у нас появилась группа прославления. Un mums radās slavēšanas grupa. Они все отдали Господу свою жизнь. Viņi visi atdeva kungam savu dzīvi. Мы начали с 5 человек, Mēs sākām no 5 и за cilvēkiem. 8 лет нашей работы с женой 8 gadu laikā, ko mēs было jau покрещено около 1000 человек. gadu laikā tika kristīti apmēram 1000 cilvēku. Потому что мы устроили систему доверия. Jo mums bija sistēma, kad mēs uzticamies. Люди хотели с нами общаться. Un cilvēki gribēja būt ar mums sadraudzībā. Вот. И потом пришло время, Un pēc tam pienāca laiks. и они начали нам задавать вопросы. Viņi sāk mums uzdot А jautājumus. почему вы так думаете? A, kādēļ jūs tā domājat? А разве так мыслят? Vai tā domā? В Германии никто так не мыслит, как вы. Vācijā neviens tā nedomā kā jūs. Почему вы отдаете последние деньги на бедных? Kādēļ jūs atdodiet pēdējo naudu Почему вы так nabagiem? мыслите? Kādēļ jūs tā domājat? Что у вас за образ мышления? Kas jums tāds pa domāšanas veidu? Мусульмане пришли и говорят, Atnāk musulmāni un saka, так, понимаете, никто нам не помогал строить мечеть, вы помогали нам строить мечеть. neviens mums nepalīdzēja celt musulmaņu templi, jūs vienīgie palīdzējāt. Почему вы нас любите? Kādēļ jūs mūs mīliet? Что за всем этим кроется? Kas aiz tā viss slēpjas? Какое мышление? Kāda domāšana? И мы сказали, хорошо, хотите знать? Un mēs teicām, labi, jūs gribat zināt? Да. Jā. Нам нужен кружок по разбору мыслей. Mums ir vajadzīgs pulciņš, kurā mēs analizētu domas. Да, мы вот в нашем мышлении вводимся Священным Писанием. Mēs savā domāšanā pamatojamies uz svētajiem rakstiem. И тогда люди впервые пришли на разбор слова. Un tad cilvēki pirmo reizi atnāca, lai pētītu vārdu. И там мы начали говорить о Библии. Un tur mēs sākām runāt par Bībeli. И начали готовить воду под крещение. Un sākām gatavot ūdeni priekš kristībām. Потому что покаются раньше или позже. Jo viņi visi nožēlos grēkus agrāk vai vēlāk. Так было у Христа. Un tā bija Kristuma. Христос служил людям, Kristus cilvēkiem kalpoja, общался с людьми. viņš bija ar viņiem sadraudzībā, Христос объяснял им Царство Божие. Kristus viņiem izskaidroja Dievu valstību, И его ученики крестили людей. un viņa mācekļi kristīja И cilvēkus. началось движение по этому миру. Un sākās kustība pa šo pasauli. Миссия Иисуса Христа ни в чем не изменилась. Un Jēzus Kristus misija nekā nav mainījusies. Кто изменился, это христиане. Un kas ir izmainījies, tie ir kristieši. Они почему-то думают, вот пригласим мы известного евангелиста такого к нам, он приедет на стадион. Viņi tā domā, nu uzaicināsim pie mums tādu pazīstamu kristiešu misionāru uz lielu stadionu. Он скажет слово, Viņš kā pateiks vārdu. и массы покаются. Un uzreiz tur masas nožēlos И мы grēkus. будем строить церковь. Un mēs celsim draudzi. Я никого не критикую, я сам был такой. Es nevienu nekritizēju, es pats tāds biju. Я в 91 году руководил организацией евангелизации Билли Грейма в Москве. Es pats tāds biju 91. gadā, vadīju kristiešu evanģelizāciju Billy Graham tur Maskavā, В Лужниках. Lužņika stadionā. Там покаялось очень-очень много людей. Tur nožēloja grēkus ļoti daudz cilvēku. Но они вышли наперед. Viņi izgāja priekšā. Потом мы стали их через год искать в Москве, где эти Un новопокаявшиеся. mēs pēc tam pēc gada sākām meklēt šos, kuri bija На nožēlojuši бумаге grēkus. у нас было 30 тысяч человек. Uz papīra покаявшихся. mums bija 3000 cilvēku. Мы даже 10 человек в Подмосковье и в Москве не нашли. Mēs pat Piemaskavā 10 cilvēkus nevarējām atrast. Куда вся эта братья делась? Kur visi šie brāļi pazuda? Ну, на этом
собрании там действительно было Ну, кое-что посмотреть. Šajā sapulcē tiešām bija uz ko pastīties. Ассоциация Билли Грэма порешила, например, давайте пригласим хор Красной Армии, чтобы они пели. Billy Grema asociācija nolēma uzaicināsim sarkanās armijas kori, viņi dziedās. Я когда к ним обратился, Es, kad pie viņiem vērsos, они сказали, ну мы же не христиане. viņi teica, mēs taču neesam kristieši. А мы сказали, ну вы же профессиональные певцы. Mēs teicām, bet jūs esat profesionāli dziedētāji. Вот вам мелодии, Lūk, jums melodija, вот вам текст. lūk, jums Ну teksts, споете, nodziedāsiet, мы вам заплатим. mēs jums samaksāsim. Спели. Nodziedāja. Пришли и спели. Все пришли с красными носами. Atnāca un visi nodziedāja, un visi bija ar sarkaniem Ну не deguniem. сказать, что все, но я столько Noteikti, красных ka носов в visi. жизни не видел. Bet es tik daudz sarkanu degunu nebiju dzīvē redzējis. Но все это самое Nu, visi на смелость. tā Čārочku drošuma, вторую. tā nedaudz Причем, ну ierāva. кто из этой красных хоров вдруг поет на Nu, tur- евангелизации Билли Грейма ziniet, в kā tas Москве? būs, ja sarkanais koris evanģelizācijā Вся Billy Graham нация dzied, смеется. visa nācija smieties. Да? Вот, для этого надо получить хорошие деньги, чтобы это сделать. Tādēļ tam priekš tā ir jāsņem laba nauda, lai to izdarītu. Американцы платили. Amerikāņi maksāja. Провели евангелизацию. Mēs novadījām evanģelizāciju. Сегодня я смотрю на эту евангелизацию, Un šodien es skatos šo evanģelizāciju, и мне стыдно. un man ir kauns. Не за Билли Грейма. Nevis par Billy Gremu. Старик просто приехал и говорил. Un vecais cilvēks vienkārši atbrauc un runāja За нас. par mums, Как мы думали. kā mēs domājam. Мы не евангелизировали так, как евангелизировал Христос. Mēs nevanģelizējām tā, kā evanģelizēja Kristus. Мы не показали людям, как служить людям в Москве до того, как евангелизировать. Mēs taču neparādījām cilvēkiem, kā kalpot cilvēkiem, pirms mēs evanģelizējām Maskavā. Мы не общались с людьми. Mēs nebijām sadraudzībā ar cilvēkiem. Мы не имели с ними бесед и разговаривали о том, как правильно мыслить. Mums taču nebija ar viņiem sarunas, un mēs nerunājām par to, kā pareizi domāt. Мы сразу им выдали религию. Mēs uzreiz viņiem iedavām reliģiju. И они приняли вроде бы, Un viņi it kā pieņēma, а потом ушли. un pēc tam aizgāja. Куда, не знаю. Uz kurien es nezinu. Но я многих встречал, куда они ушли. Bet es daudz satiku, kur viņi aizgāja. Ушли в Белое Братство, Aizgāja uz to balto brālīmu, ушли в Нью-Эйдж, aizgāja uz jauno, tur ушли в мистику. aizgāja mistikā, Но у нас не остались. bet pie mums viņi nepalika. Это как? Tas ir kā. Вот церковь ваша, Lūk, jūsu draudze, дорогие мои, те, кто вы начинаете mani тут, dārgie tie, kas jūs to iesākat, хочет быть миссионерской церковью. grib būt par misionāru draudzi. Вам нужна абсолютная, радикальная ориентация на Иисуса. Jums ir vajadzīga absolūta radikāla orientācija uz Jēzu. Не ориентируйтесь, пожалуйста, на какие-то примеры, которые существуют даже у вас в городе Риге. Neorientējieties pat uz kaut kādiem piemēriem, kas eksistē pilsētā Rīga. Нельзя просто повторять религиозные традиции. Vienkārši nedrīkst atkārtot reliģiozas tradīcijas. Иисус нам говорит, Un Jēzus mums saka, как Отец послал меня, kā Tēvs ir sūtījis mani, я посылаю вас. es sūtu jūs. Если мы пойдем во имя Его, Ja mēs iesim viņa vārdā, пойдем по методике Его, ja mēs iesim pēc viņa metodikas, пойдем в силе Его Духа, iesim viņa gara spēkā, нам, друзья, терять нечего. mums, draugi, nav ko zaudēt. Мы только победим, Mēs tikai uzvarēsim, потому что Он победитель. jo viņš ir uzvarētājs. Я в моем городе, где мы живем, Un manā pilsētā, kur mēs dzīvojam, вместе с друзьями организовали новую церковь, mēs kopā ar draudzīgiem organizējam jaunu draudzi. провели анализ в городе, Mēs tur pilsētā izanalizējām, потребности людей, mēs их вызовов. analizējām, kāda ir cilvēku vajadzības. Выяснилось, что очень большая группа людей в нашем городе Un noskaidrojās, ka ļoti liela cilvēku grupa mūsu pilsētā не может кормить своих детей 3 раза в день. nevar pabarot savus bērnus 3 reizes dienā. И основная масса этих людей в этой богатой Германии – это мигранты. Un pārsvarā lielākā masa no šiem cilvēkiem bagātajā Vācijā tie ir migranti. Почти на 100% мусульмане. Gandrīz 100% musulmaņi. Вот. И мы порешили, что раз так, Un mēs nolēmām, ja jau tā, мы с них и начнем. mēs sāksim no viņiem. И я пошел в мечеть. Un es aizgāju uz musulmaņu templi. Встретился там с мулой.
satikos tur ar mullu. И говорю, слушай, Ахмед, Es saku, klausies, Ahmed, ты знаешь, что ты в ад попадешь? tu zini, ka tu nokļūsi ielē? Мы давно знали друг друга, потому что я многие десятилетия уже читаю ислам в университете. Mēs viens otru ļoti labi zinām, jo es jau daudzus gadus universitātē lasu islāmu. Я знаю Коран, как знаю Библию. Es zinu Korānu tāpat, kā es zinu Bībeli. Я говорю, Ахмед, ты попадешь в ад. Es saku, Ahmed, tu nokļūsi Он ielē. говорит, вот пришел опять христианин на меня тут. Viņš валит. saka, atkal atnāca kristietis Я man te говорю, подожди, mācīs. дорогой, я пришел к тебе, ты знаешь с чем? А с Кораном опять пришел? Я говорю, да. Es saku, zini, dārgais, tu nezini, ar ko es atnāku. Viņš saka, ar Korānu atkal В atnācis. Коране написано, если ты не будешь заботиться о ближних своих, Un Korānā ir rakstīts, ja nerūpēsies par saviem tuvākajiem, то попадешь в ад. tad tu nokļūsi ielē. А у нас 700 семей, Bet mums ir 700 ģimenes. они не могут накормить своих детей 3 раза в день. Tās nevar pabarot savus bērnus 3 reizes И dienā. они все твои люди. Un viņi visi ir tavi cilvēki. Я говорю, Ахмед, у меня такая же проблема. Es saku, Ahmed, man ir tieši tāda Какая? pati problēma. Я говорю, ну, вот подожди, Матфея 25 глава написано, я был Es голоден, saku, Mateja 25. nodaļā rakstīts, es ты не biju накормил. izsaucis un tu nepabaroji. И там также написано, пошел вон во тьму внешнюю. Un tur tāpat rakstīts, ej ārā tumsībā. Я говорю, Ахмед, разве нам не соединить наши усилия? Es saku, Ahmed, vai mums Тебе не nesavienot хочется savus в ад. piepūles? Мне не хочется в ад. Man negribas uz zeli, tev negribas zeli. Давай мы начнем публичную кухню. Sāksim publisko virtuvi И будем кормить эти семьи. un barosim šīs ģimenes. Он мне говорит, мусульмане не работают с христианами. Viņš man saka, ka musulmaņi ar kristiešiem nestrādā Я kopā. говорю, Ахмед, ну христиане не работают с мусульманами. Es saku, bet toties kristieši strādā kopā ar Ну скажи, musulmaņiem. Ахмед, ты когда-нибудь видел, чтобы огурец в руках христианина превратился в христианский огурец? Es viņam saku, klausies, Akmet, vai tu esi redzējis, ka gurķis kristiešu rokās pārvērstos par kristiešu gurķi? Или булка хлеба в руках мусульманина превратилась в мусульманскую булку хлеба? Vai arī bulciņu musulmaņu rokās pārvērstos par musulmaņu bulciņu? Он говорит, это глупости. Я говорю, видишь, Viņš saka, tās muļķības, saku, redzi. им есть хочется. Es saku, viņiem gribas ēst. И нет пищи ни мусульманской, ни христианской. Un viņiem nav barība ne musulmaniskā, ne kristietiskā. Так какие мы глупые, если мы не дадим поесть? Tad kādi mēs esam muļķi, ja mēs viņiem nedosim paēst? Закончить историю, начали мы эту кухню. Un mēs iesākām šo virtuvi, И произошло чудо. un notika brīnums. Мы получали продукты питания с наших Un супермаркетов. mēs saņēmām produktus no mūsu И кормили supermarketiem. скоро уже буквальным образом сотни людей. Un mēs jau barojām 100 cilvēku. А я начал молиться о чуде. Un es sāku lūgt par brīnumu. Теперь у нас появилось доверие. Un pirmkārt, mēs sākām viens otram uzticēties. У Ахмеда ко мне, у меня к Akmets sāka Ахмеду. uzticēties man, es viņam, Но только на уровне огурцов и помидоров и bet булок. tikai gurķu, bulciņu un tomātu līmenī. Вот. И нужно теперь чудо. Un tā ir mums vajadzīgs brīnums. Я говорю, Господь, дай чудо. Es saku, kungs, iedod brīnumu. И Бог дал. Un Dievs iedeva. Мы собрались опять командой, Mēs sapulcējāmies atkal komanda. и выявилось, что в течение этой недели мы не получили ни одной булочки хлеба, Un izrādījās, ka nedēļas laikā mēs neesam nevienu bulciņu saņēmuši. ни одного огурца. Nevienu gurķi. У нас вообще наш склад был пустой. Un vispār mūsu noliktava bija tukša. А на следующий день придут люди. Un nākošā dienā А atnāks что мы им cilvēki. дадим? Un ko mēs viņiem iedosim? И тогда братья говорят, давайте будем молиться. Un tad brāļi saka, lūksim. Ахмед говорит, мы, мусульмане, не молимся с Un христианами. tad Akmets saka, mēs musulmaņi ar kristiešiem Gaidām. kopā nelūdzam. Ну, не молитесь. Es saku, nu nelūdziet. Послушайте, и все. Es saku, nu vismaz paklausieties. Ну, давай, договорились. Nu labi sarunāts. Мы начали молиться. Mēs sākam lūgt. И еще не прекратили молиться, кто-то в дверь стучит. Mēs vēl nebijām beiguši lūgt, kā kāds jau klauvēja pie durvīm. Открываем дверь, Atveram durvis, а там стоит человек. un tur stāv cilvēks. И говорит, вы знаете, я привез 40 тонн Viņš продуктов saka, ziniet, es atvedu 40 tonnas produktu. в местный магазин. Алди у нас есть такие магазины, наподобие вашего Лидла. Viņš saka, es aizvedu uz vietējo veikalu Aldīmu, kas ir līdzīgi kā Lidl mūsu veikalu. А там ошибку сделали в логистике, и их уже снабдили хлебопродуктами. Un viņi saka, tur bija izveidojusies kļūda loģistikā, un viņiem jau bija šie produkti. Я позвонил в центр, они сказали, там есть такая общественная кухня, отвези все туда. Un viņš saka, šis cilvēks, es pazinu uz centru, un viņam saka, nu tur te blakus ir tāda virtuve, aizved visu turien. 40 тонн.
40 tonnas. У нас никогда не было столько. Mums nekad nav bijis tik daudz. Вот. Ну, пошли бы разгружать. Un mēs sākām tur visu krāmēt ārā. Ну, вы посмотрели бы на мусульман. Ja jūs redzējuši, būtu musulmanis. Они сразу же поняли. Viņi uzreiz saprata, Эти христиане молились, ka šie kristieši lūdza, и Аллах ответил. un Allāhs atbildēja. А это же не может быть. Bet tas taču nevar būt. Христиан, как он на христианские молитвы отвечает? Kā viņš atbild kristiešu lūgšanām? Впервые они услышали христиан молиться Pirmo reizi viņi izdzirdēja kristiešu и lūdzu увидели результат. un ieraudzīja rezultātu. Ахмед после этого начал приходить ко мне, и у него какая-то нужда, он говорит, слушай, сначала профессор, потом Йоханнес, Un pēc tam Akmets sāka nākt pie manīm, un viņam, ja kāda bija problēma, tad viņš nāk pie manīm un saka, klausies, помолись за меня. aizlūdz par mani. То за тещу, то за маму. Te par sievas māti vai par Я за māmu. пол Турции молился. Es lūdzu par pusi Turciju. Вот. И каждый раз происходили Un чудеса. kādreiz notika brīnumi. И пришел день, где-то полгода я так промолился. Un apmēram pusgadu es tā lūdzu. И я ему говорю, Ахмед, Es viņam saku, klausies, слушай Akmet, внимательно. Я klausies больше за тебя uzmanīgi. молиться не буду. Es vairāk par tevi Он nelūkšu. говорит, почему? Я говорю, потому что ты лентяй. Es saku, viņš prasa, kāpēc? Es saku, tāpēc, ka tu esi sliņķis. Ты считаешь, что ты ближе к Богу живому, чем я, правильно? Es saku, tu uzskati, ka tu esi tuvāk dzīvajam Dievam nekā es pareizi. Он говорит, да. Ja viņš saka, jā. Ты правильный, а я неправильный. Viņš saka, es esmu pareizais, tu nepareizais. Ну да. Nu jā. Но я молюсь, Es А- saku, bet а es ты не lūdzu, молишься. bet tu nelūdz. Лентяй несчастный. Tātad tu esi nelaimīgais muļķis. Вот давай молись сам. Es saku, sāc lūdzu pats. Он говорит, ну Аллах мои молитвы не слышит. Viņš saka, bet tālāks manas lūšanas nedzird. Я говорю, слушай, в Коране написано, Es saku, klausies, Korānā ir rakstīts. если Аллах не слышит твоих молитв и не слышит твоей речи, Ja Allāks nedzird tavas lūšanas un nedzird tavas runas, тогда ты проклят. tad tu esi nolādēts. Он, Ахмед, осунулся весь. Un tā Akmets А что мне sarāvās. делать? Un viņš man prasa, ko man А darīt. молись, как я молюсь. Es viņam saku, nu lūdzu, kā es lūdzu. Но ты же молишься во имя Иисуса, Мессии, во имя Иисуса Христа. Я говорю, да. Viņš saka, bet tu taču lūdzu, Ну и ты Viesīs помолись. vārā un Jēzus visu vārdā. Es saku, jā, es saku, nu tā arī sāc Но tā я же lūgt. не христианин. Viņš saka, bet es taču Я говорю, neesmu ну и kristietis. что? Es saku, nu kas? В Коране написано, что Иисус Христос – это Слово Божие и Дух Божий. Es saku, bet Korānā ir rakstīts, ka Jēzus Kristus ir Dieva gars un Dieva vārds. Пойди и помолись так. Aizej un tā palūdz. В общем, там приспичило у них в семье, не выдержал Ахмед, помолился. Un viņiem tur kaut kas ģimenē notika, Akmets neizturēja un sāk lūgt. И Бог на месте сотворил чудо. Un Dievs uz vietas radīja brīnumu. Прибежал ко мне Un viņš atskrien pa manīm. и говорит, Йоханнес, кто такой Иса Мессия? Un viņš man atceļ un saka, kas tāds ir? Объясни, Jēzus, пожалуйста. Paskaidro lūdzu. Я говорю, в Коране написано, Es saku, Korānā rakstīts. если у тебя есть вопросы, на которые ты не находишь ответа, Ja tev ir jautājums, kuriem tu neatrod atbildes, пойди к людям Нового Завета. aizej pie jaunās derības cilvēkiem. Теперь нам с тобой надо будет читать Новый Завет. Tātad mums ar tevi kopā jālasa jaunā derība. Начался разбор слова. Un mēs tur sākām analizēt Dievu vārdu. А мы начали готовить воду под крещение. Un mēs jau sākām gatavot ūdeni priekš kristībām. Прошло не совсем много времени. Pagāja pavisam nedaudz laika. Вот смотрите, что произошло. Lūk, skatieties, kas notika. Мы вместе кормили людей. Mēs kopā barojām Мы cilvēkus. обустроили доверие друг к другу. Mēs sākām viens otram uzticēties. Мы начали общаться. Mēs sākām būt sadraudzībā. Мы начали, я начал молиться за него. Es pat sāku par viņu lūgt. И он увидел разницу. Un viņš ieraudzīja atšķirību. Начал задавать вопросы. Un viņš sāka man uzdot jautājumus. И в конце концов нашел Иисуса. Un beigās viņš atrada Jēzu. Это называется евангелизация по системе Иисуса. Un tās saucās evanģelizācija pēc Jēzus Это sistēmas. миссия, которая всегда функционирует. Un tā ir misija, kas Вот. vienmēr funkcionē. Поэтому, дорогой мой Андрей Веснин, Un tādēļ, mans dārgais Andrej, дорогая местная такая маленькая dārgā церковь, tāda vietējā mazā и все draudzene. вы посетители, которые вы сюда пришли Un visi сегодня, apmeklētāji, kas šodien šeit esat я atnākuši, вас во имя Бога умоляю, es jūs Dieva vārdā lūdzu, станьте миссионерами. kļūstiet par misionāriem. Ну, такими, как Иисус.
Par tādiem kā Jēzus. Да, вам надо будет выяснить, как мы вчера говорили, какое у вас призвание. Jā, jums vajadzēs noskaidrot tā, kā mēs vakarā runājam, kāds jums ir jums aicinājums. Но надо выяснить, какие у вас дары Дух Святого. Jums ir jānoskaidro, kāds jums ir svētā gara dāvans. Специально для этого приехал сегодня пастор Данис сюда. Он перевел мою книгу на латышский язык, Un speciāli priekš tā ir atbraucis mācītājs Dainis, viņš pārtulkoja man grāmatu на русском latviešu языке и на krievu valodā. латышском языке. Есть Латвийская книга «Дара валода. Духа Святого». Ir grāmata par svētā gara Вы dāvanām. можете ее купить. Jūs to varat nopirkt. Если у вас вообще денег нет, подойдите ко мне, я за вас куплю. Un, ja jums nav naudas, atnākiet pie maniem un es par jums Вот. Но не на nopirkšu. халяву, пожалуйста. Bet tikai nepavelti. Если есть деньги, мы хотим, чтобы эти деньги дали нам возможность и напечатать следующую. Un, ja ir nauda, mēs gribam, lai mums būtu iespēja nodrukāt nākošo. И следующую. Un nākošo. Вот. Начните находить себя в миссии Бога. Sāciet atrast sevi Dieva misijā. И вы будете поражены. Un jūs būsiet pārsteigti. Вы скажете, вот я не ожидал, что так. Jūs teiksiet, es negaidīju, ka tas būs tā. Мы у нас в нашем городе решили обустроить местный стадион. Un mēs mūsu pilsētā nolēmām iekārtot vietējo stadionu. Господь открыл, Kungs mums atklāja, что этот стадион, он никуда не годится. ka šis stadions nekur Его neder, нужно обустроить. ka to vajag iekārtot. Для города, для Priekš детей, pilsētas, priekš для bērniem, молодежи. priekš jauniešiem. Вот. Ну, а нужны были большие, очень большие деньги. Un bija vajadzīga ļoti liela nauda. И устроили мы спортивный праздник. Un iekārtojam mēs sporta svētkus. Вот. И каждый, кто пришел, зарегистрировался, должен был платить определенную сумму денег Un kāds, kurš nāca, viņam bija jāpiereģistrējas un jāmaksā noteikti naudas summa, на строительство стадиона. lai mēs celtu šo stadionu. И пришла Рита. Un atnāca Rita. Она пошла к своему шефу. Viņa aizgāja pie sava šefa. Рита, она отсюда из Риги, Un Rita ir no Rīgas. да, Сальникова. Viņa ir no Carnikavas. Была тут в церкви Христа, Viņa bija Kristus draudzē, баптистская. Baptistu draudzē. Муж у нее был регентом. Un viņas vīrs bija tur jāgan. Она родила 15 детей. Viņa piedzemdēja 15 bērnus. И когда у вас столько детей, тогда у вас и фигура похожая. Un kad jums ir 15 bērni, tad jums arī Ну, līdzīga и figūra. она говорит, вы знаете, мы будем бегать по стадиону, и за каждый круг Viņa saka, mēs skraidīsim pa stadionu, pa katru apli. спонсоры должны нам дать деньги Sponsoriem ir jāiedod на mums naudu, обустройство стадиона. lai varētu iekārtot stadionu. Ну и шефу говорит, Un šefam saka, вы могли бы меня спонсировать? vai jūs varētu man sponsorēt? Он посмотрел на ее кондицию, Viņš pastījās uz viņas с kondīciju. удовольствием говорит. Viņš saka ar lielāko prieku. Ага. И сколько? Un viņš prasa, cik? Ну, где-то 150, 200 евро, может и 300. Nu, tur apmēram 150, Он-то 200, думал, varbūt что 300 eiro. Рита даст один круг. Viņš tad domāja, ka Rita И tikai сломается. skries vienu apli un Когда Рита salūzīs. пошла на 15-й круг, Un kad Rita sāk iet uz 15 apli, он закричал. viņš sāka kliegt. Сальникова, больше не надо, больше не Vairāk надо. nevajag, vairāk nevajag. Ты подумай, сколько денег мне Viņš платить iedomājas, cik daudz naudas на viņam то, чтобы jāmaksā, отремонтировать этот стадион. lai saramontētu šo stadionu. Стадион заработал. Un stadions sāka darboties. Молодежные команды, футбольные команды, все бегали по всему нашей округе Un visas jauniešu komandas, kas bija apkārtnē, tur skraidīja с нашей рекламой. ar mūsu reklāmu. Свободная евангельская церковь Христос изменяет. Brīvā kristiešu draudze Jēzus izmaina. Эти пацаны были неверующие. Un tie bērni bija neticīgie. Они это делали, потому что мы стадион отстроили. Un viņi to darīja, jo tāpēc, ka viņi tur pa stadionu А skrēja. стадион мы отстроили, потому что неверующий шеф Un stadionu mēs iekārtojam, jo tur bija neticīgais priekšnieks или там друзья vai arī draugi. дали деньги, Iedeva naudu. а Богу дал энергию. Un Dievs iedeva enerģiju. И Рита, Он я Рита. тебе дам. Вот когда я смотрю на Риту, каждый раз говорю, Рита, ну слушай, ты Un es бегай. kādreiz, kad skatos uz Ты Rītu, где saku, ты Rita, там в Риге набралась столько овса? Где ты такую кашу ела, es saku, kur tur которая дала Rīgā тебе ēdi такую энергию? tādu putru, kas tev iedeva tādu enerģiju. Не только родить 15 детей, Ne tikai piedzemdēja 15 bērnus, а еще и дать 15 кругов. bet arī vēl skriet 15 apaļus. Бог, Он хочет вас употребить. Вы это Рита. Un Dievs grib izmantot jūs, И у Него свои задания, un viņam ir savu uzdevumu. а у вас свои дары. Kāpat kā jums ir savs И Он dāvans, вас благословит. un viņš jūs svētīs.
Спасибо вам за внимание. Paldies par uzmanību. Благословение вам. Un liels jums svētības. Я считаю, что особая благодарность моей переводчице. Un liela pateicība manai tulkotājai. Инга такой молодец. Spasība. Я все понял. Es visu sapratu. Сам говорил. Вот. Аплодис Инге. Спасибо большое. Благословение вам. Svētības jums.